Кызылдаге скоро пройдет третий межрегиональный фестиваль мастеров прикладного искусства «Серебряное тесло». В программе выставка и ярмарка народно-художественных промыслов, научно-практическая конференция, мастер-классы и не только. Что еще ждет жителей и гостей республики на фестивале, рассказала специалист Центра тувинской культуры Айлана Болган. Вот уже третий раз пройдет межрегиональный фестиваль мастеров прикладного искусства «Серебряное тесло». Пожалуйста, расскажите о фестивале, когда появилась идея и кто стал идейным вдохновителем. Добрый день. Республиканский фестиваль мастеров прикладного искусства «Менгункежек. Серебряное тесло» был учрежден в 2018 году. Идейным вдохновителем фестиваля стал Центр тувинской культуры. В последние десятилетия усилился интерес к проблемам сохранения и развития историко-культурного наследия. И потом вы знаете, что Центр был создан в 2012 году, и первым мероприятием Центра стал форум ремесленников, который организовал первый директор Центра Кангарол Борисович Андар. И за время существования, за время работы с 2012 года Центр периодически проводил выставки, конкурсы, анализировал современное состояние народных художественных промыслов и ремесел в республике. И изучив опыт регионов, все-таки пришли к выводу, что нужно учреждать такой форум, создавать такую площадку, на которой мастера могли бы показывать свои работы, мы могли бы с мастерами обмениваться опытом, знаниями. Мы все знаем, что в нашей республике немало прекрасных фестивалей, ярких фестивалей. Это тот же Стухуре, Твабистингургевис, Хюмей в центре Азии. Пожалуйста, расскажите, вот в чем отличие этого фестиваля от этих предыдущих, которые я уже назвал? Действительно, в республике проводится очень много фестивалей. У нас довольно-таки бурная культурная жизнь. Фестивали разных направлений, разных статусов. Но Менгункежек – это фестиваль, который объединяет именно мастеров народно-прикладного искусства. Когда созрела идея проведения такого фестиваля, Центр тувинской культуры разработал концепцию этого фестиваля и представил ее Байтайге. Председатель администрации Байтайгинского кажуна Алдаймирген Алдандаевич Хавалык и начальник управления культуры Надежда Биноловна Таргын с большим вниманием отнеслись к нашей идее. И после того, как было получено одобрение, началась подготовительная работа. Почему мы выбрали территорию проведения фестиваля именно Байтайгу? Потому что Байтайга, как вы знаете, территория Байтайги является как образцом сохранения лучших традиций народной культуры. А село Кызылдаг, помимо камнерезного искусства, которое прославило Байтайгу на весь мир, оно еще известно тем, что там сохранились и развиваются такие технологии, как резьба по дереву, роспись по дереву, обработка кожи и создание памятников буддийского искусства. Ну и потом немаловажным фактом было то, что Байтайга всегда была привлекательна для туристов своими достопримечательностями, природными, культурными и сохранением живого наследия. И хотелось создать такое событийное мероприятие, которое бы было объектом привлечения туристов, объектом туристического паломничества. И как удалось фестиваль продвинуть на межрегиональный уровень? Потому что первый раз, когда он проходил в 2018, он был уже республиканским, а потом уже через год он уже стал межрегиональным. Пожалуйста, расскажите про этот момент. Сказать, что фестиваль привлек внимание и мастеров, и населения, это ничего не сказать, потому что он превзошел все наши ожидания. Мы в лучшем случае ожидали участия, примерно от 3 до 5 мастеров, от каждого, не от каждого кажуна, а от второго, может быть, от каждого второго, от каждого третьего кажуна. Но приехали 78 мастеров из 10 кажунов, и причем приезжали не только индивидуальные мастера, но и целые творческие коллективы, и предприятия народно-художественных промыслов. И на конкурсе было работ столько и такого разнообразия, что жюри пришлось на ходу включать в конкурсную программу новые номинации, а нам, организаторам, пришлось пополнять в срочном порядке призовой фонд. Вот. И таким образом вместо 6 номинаций работы мастеров были отмечены в 9 номинациях.
После проведения конкурса мастерам была дана возможность отдохнуть на Аржане Бел, где на следующий день мастера, специалисты, представители власти, работники предприятий народных художественных промыслов собрались все вместе, распахнули душу, обсудили наболевшие вопросы и дали очень много ценных рекомендаций по дальнейшему развитию народных художественных промыслов и ремесел Республики Тыва и по обеспечению преемственности, самое главное. И эти ценные рекомендации постепенно претворяются в жизнь. Участники предложили продолжить фестиваль в более широком формате с участием мастеров из соседних регионов. С каждым разом фестиваль расширяется и обогащается новыми направлениями. Пожалуйста, расскажите, есть ли изменения в этом году? Если на первом фестивале республиканского уровня мы провели только конкурс-выставку, то на втором фестивале программа была дополнена проведением мастер-классов по разным видам. И замечательный мастер-класс провела мастер Лидия Хмушковина-Коча, которая продемонстрировала процесс изготовления традиционного сосуда кугежик. Второй фестиваль, можно сказать, вообще изобиловал новшествами, потому что у нас появились новые партнеры. Это общественные организации из других регионов, это региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств. На этот раз в программу фестиваля мы включили молодежный арт-баттл среди студентов Кызыльского колледжа искусств, который занимается живописью. И персональную выставку представит замечательный мастер, который делает изумительные по красоте изделия по художественной вышивке. Это Тазол Раиса Копейковна. И просто где не приехать на фестиваль и не полюбоваться этими изделиями редкой красоты, редкой технологии. Говоря о научной практической конференции, что будут обсуждать в этом году? Конференция будет проведена 21 июня уже в Центре тувинской культуры. Но на конференции предполагается обсуждение также вопросов, касающихся истоков народно-прикладного искусства, потому что это очень важный вопрос в настоящее время, когда мы в условиях глобализирующегося мира хотим определить свои локальные особенности, локальные какие-то вещи, которые делают нас, тувинцами. Потом история искусства Тувы, современное состояние, и особенно мы будем обсуждать вопросы, как обеспечить преемственность не только народного мастерства, но и преемственность технологий, преемственность видов и жанров народно-прикладного искусства. И я надеюсь, что вообще фестивальная программа в этом году, она будет посвящена году культурного наследия народов России. Она откроет не только новые талантливые имена, особенно молодых, но и обозначит какие-то новые идеи и решения в сфере развития народно-прикладного искусства Тувы. Хорошо. Пожалуйста, расскажите, какую роль играет фестиваль культурной жизни республики? Вообще, надо сказать, фестивалю огромное спасибо, потому что фестиваль обозначил очень стойкий интерес к теме народно-прикладного искусства, можно сказать, обозначил в культурной повестке в Республике Тыва тему народного прикладного искусства. Фестиваль открывает нам новые возможности, новые дороги для новых идей, проектов. Мы обрастаем не только новыми идеями, новыми друзьяемыми, и мы надеемся, вообще будущее фестиваля очень оптимистично. Мы считаем, что и накопленный опыт, накапливаемый опыт организации фестиваля, создающиеся творческие коллаборации мастеров, контакты, которые у нас уже есть с мастерами из регионов, все это позволит нам вывести фестиваль на международный уровень. Почему нет? И конечно, финансовый вопрос, он делает
статус, да, любому проекту. Сейчас мы чувствуем настоятельную потребность вырасти, подняться на более качественный уровень, потому что развивается сфера креативных технологий в республике. Это соответствующими ведомствами делаются, в общем-то, правильные шаги. И потом есть настоятельная, вот такая очевидная необходимость научиться создавать такое единое, современное арт-пространство с современными выставочными залами, современной технологией оформления экспозиции, этикетажа. И тоже немаловажный вопрос увеличить объем призового фонда фестиваля, потому что мастерство, оно должно оцениваться соответствующим образом, на соответствующем уровне. Поэтому нам бы хотелось посмотреть работы народных умельцев, например, из таких стран, как Монголия, Китай, Казахстан, которые сейчас являются лидерами в сфере креативных технологий. Как вы думаете, вот этот фестиваль сможет ли претендовать на звание визитной карточки республики, как, допустим, Устюхуре тот же? Как вы думаете? Ну, я думаю, ответ однозначный, потому что поскольку мы хотим презентовать Туву не презентовать Туву, а укрепить имидж Республики Тува как территории, которая имеет богатые художественные традиции, истоки. Фестиваль, несомненно, будет работать на формирование позитивного имиджа. Но нам более важно то, что фестиваль привлечет внимание вообще общественности к теме народно-прикладного искусства, потому что уходят старые мастера пожилого возраста, люди, которые были лицом народной культуры, народного искусства. Ушли из жизни буквально в последние годы Хунан Юлюшевич Киров, Сайку Велмежитевич, которым, кстати, мы хотели посвятить фестиваль в 2021 году, но пандемия не позволила нам это сделать, и мы очень сожалеем, что нам не удалось провести торжественное чествование Сайку Велмежитевича. Вот я, как уже говорила, Сергея Хамушковича Коча, и поэтому на нас накладывается большая ответственность за сохранение того, что было наработано тысячелетиями нашим народом, и передачу его будущим поколениям. Хорошо. Вот расскажите, пожалуйста, какая польза для Кызылдага от фестиваля? Есть ли вообще эффект? Ну, как я уже сказала, в селе Кызылдаг уже мало осталось мастеров, которые делали славу Кызылдагу. Но, тем не менее, мы считаем, что организаторы, учредители фестиваля считаем, что фестиваль должен иметь продолжение именно в Кызылдаге, потому что это место генетически, просто органически связанное с историей народно-прикладного искусства. И поскольку мы должны, как я уже сказала, обеспечивать преемственность, есть необходимость дальнейшего развития в селе такой художественной, скажем, инфраструктуры. Будет открыта школа камнерезного искусства для детей в селе Кызылдаг после фестиваля, надеемся. И в настоящее время по инициативе жителей села Кызылдаг ведутся ремонтные работы, чтобы к фестивалю открыть музей-квартиру знаменитого мастера, родоначальника такой художественной династии Хетека Каштаевича Тойбуха. Вот, поэтому мы думаем, что предпринятые нами усилия и желание жителей села Кызылдаг все-таки приведут к тому, что будет оформлен статус, особый статус селу. Телезрителей я приглашаю посетить фестиваль, окунуться в атмосферу творчества, красоты, вдохновения. И было бы замечательно, если бы вы привезли подарки для себя, родных, близких, друзей, сделанные руками народных умельцев Тувы. И это будет ваша поддержка народного искусства нашей республики. Большое спасибо, что пришли к нам и уделили время для нас. Я надеюсь, что фестиваль в этом году пройдет успешно и оправдает себя.